Ингушетию называют маленькой Швейцарией, и относится это в основном к горной части республики. Высокие величественные горы, вековые каменные исполины, древние храмы и могильники, полные тайн и легенд. Быстрые горные реки, редкие животные, потрясающие пейзажи. Все это Джейрахский район. Некогда вся территория Джейраха входила в состав Назрановского района, но в октябре 1993 года указом первого президента Ингушетии Джейрах стал отдельным районом, в который входит 5 сельских поселений. Население Джейраха в своем большинстве коренные жители этих мест. Правда, есть и те, кто, однажды приехав сюда, завороженные красотой края, решили остаться. Как, например, Хусен Амирханов, который помнит, каким был Джейрах еще в 60-х. Исключительно халер осуга. Лартаник бацер, год неаждар, аляла неаж готтер. Хида вагянир. Хит о мерзик дошкала аохже. Қалнақшы шекарамистар, ветра цахи хақур. Транспорт соған лилер сақы транспорт яцер озы. Назрани аохж яцер ебурот аохж яцер автобус яцер соған. Так Йоги хам яцер дахш дацер кор бацер дахш дах водер хона вовиз хулер. Конечно же, за это время многое изменилось. Самый молодой район республики с многовековой историей после 1993 года стал меняться. После образования нового района, соответственно, были созданы и все необходимые структуры, а это новые рабочие места и первый шаг к развитию. В каждом доме по трубам потекла вода, которую больше не нужно носить из колодца. В окнах загорелся свет, на смену свечам и керосинкам в домах появились электрические лампы. А чтобы согреться, больше не нужно топить печь дровами. Нет ни одного дома, к которому не подведен газ. Но сложнее всего было добраться в горный район. Дорог практически не было. Ассисти дахя чачил дага, сотергемер оз галашки суаура ачак вари асфальт скетта дигтуа бяба няк положение ишхалер озер авут чо атти ор хава чо атти. Первым крупным проектом для района стало строительство лечебно-оздоровительного комплекса Армхи, который, помимо прочего, стал и местом отдыха для первых туристов, приезжавших в край башен и легенд. Но туристический потенциал региона неисчерпаем, и 29 декабря 2011 года было принято постановление правительства России, в соответствии с которыми начинаются шаги на развитие туризма в республике. А уже весной 2013 года была открыта первая горнолыжная трасса в республике, длина которой составила 1300 метров. Сегодня мы открываем не только сам подъемник, не только показываем трассу. Сегодня мы открываем страницу новую в истории развития и туризма, и спорта Республики Ингушетия. Это начальный этап строительства будущего мощного туристического кластера, не только туристического, я еще раз подчеркиваю, спортивного направления, которое дает реальные результаты и возможности нам всем уже по-другому смотреть на мир спорта, мир туризма, в том числе экстремальные виды направления. И особенно это важно для нашей молодежи. Большое будущее нового и первого в Ингушетии курорта оценил и Леонид Тягачев, который на тот момент был президентом Олимпийского комитета России. Канатная дорога великолепная. Трассу, которую сделали 1200 метров, она настолько удобна и приятна, и по международным правилам на ней можно проводить соревнования. И чемпионат России, и чемпионат Европы, особенно среди женщин. И, конечно, это самая первая ласточка развития спорта, горнолыжного, сноуборда, фристайла. Сейчас всесезонный курорт Армхи один из самых посещаемых в стране. Это и веревочный городок, пейнтбольный клуб, бассейны и велотрасса. Кстати, единственная в стране для даунхилла. Бейсджамперы в поисках адреналина каждый год приезжают в Джейрах на фестиваль бейсджампинга. Они прыгают с таких вершин, как Цейлом и Мятлом, умудряясь при этом виртуозно пролететь между башнями.
Арымхи стал местом проведения различных спортивных соревнований, как республиканского масштаба, так и мирового. Кстати, о соревнованиях. Джейрахский район стал площадкой проведения турнира по смешанным единоборствам М1 Челлендж. Тысячи зрителей, лучшие бойцы и самые зрелищные поединки. Теперь организация турнира в республике уже традиция. А после прокладки нового дорожного полотна в горном районе Джейрах принял соревнования Кубка России по авторалли. А совсем скоро около полусотни альпинистов со всей страны примут участие в чемпионате России по альпинизму. Новый район, интересно все везде поглазеть, посмотреть, рельеф везде оценить, это здорово, на стену там постоянно голова завернута наверх, вот. Смотришь, открывается отличный вид. Арымхи стал еще и центром сбора самой инициативной молодежи не только России, но и всего мира. Здесь ежегодно проходит молодежный форум «Таргим». Но внимание уделяется не только развитию туризма в Джейрахском районе. За последние годы здесь построены разные социально значимые объекты. Например, районная больница, в которой функционируют различные отделения со стационаром на 50 мест. Усилия врачей плюс свежий воздух и потрясающие пейзажи. Здесь лечится не только тело, но и душа. Мы очень довольны больницей. Здесь есть все условия для работы, для пациентов есть все условия. Больница новая, очень хорошо оснащена. Особая гордость района – современная школа, рассчитанная на 420 мест. Образовательное учреждение построено на месте старой школы, которая служила почти целый век. Здание и внутреннее его оборудование не уступает лучшим столичным школам. Здесь созданы хорошие условия для учебы и воспитания наших детей, обучения и воспитания наших детей. Имеется компьютерный класс, имеются кабинеты химии, физики. Все лучшее детям. Исходя из этого принципа, в Джейрахском районе был реконструирован и достроен детский лагерь РЗИ. Сейчас на летние каникулы туда приезжают дети не только из других районов республики, но и из разных регионов страны. Отсюда с собой ребята увозят не только хорошие впечатления, загар и новые знания. РЗИ – это еще и место, где завязывается дружба между детьми. Я был в Анапе, но мне там не понравилось. После Анапы мы поехали в Ингушетию, и мне тут очень сильно понравилось. Мне тут очень нравится. Корпус очень красивый, большой. Рассказать о всех достижениях и обо всем, что сделано в Джейрахском районе за эти годы, не хватит одного сюжета. Масштабы проведенной работы слишком велики. О том, каким был Джейрах еще 25 лет назад, уже не узнает новое поколение, если только из рассказов старших. Просто жителям остается всем этим просто пользоваться, беречь. И родители, наверное, детям должны объяснять, в каких условиях здесь раньше люди жили, когда не было ни дорог, ни газопроводов. Это было буквально, вот как мы говорим с вами. В 1993 году этого всего не было. Это за короткий промежуток времени это все появилось. То, к чему другие районы, наверное, десятки лет шли. Сделано много, но в планах еще больше. В этом году в Джейрахском районе планируется строительство и открытие еще ряда объектов. На 2017 год здесь несколько тоже объектов запланированы. Я надеюсь, что они будут реализованы. Это средняя школа в сельском поселении Альгетти, совмещенная с детским садом. Она закроет проблемы и вопросы именно 3 ближайших горных сел Гули, Лежги и Альгетти. И это строительство и альпинистской школы, и альпинистского лагеря. И расширение курорта Арымхи, где, наверное, тоже, соответственно, появятся еще дополнительные рабочие места. Тысячи туристов каждый год. Спортивные соревнования всемирного масштаба, новые школы, больницы, физкультурно-оздоровительные комплексы.